Это первые солнечные часы в России, по которым можно определить точное время двух молитв – полуденной и послеполуденной. Эта конструкция на самом деле сложная геометрическая задача. Правильно выстроенный гномон бросает тень на циферблат и показывает время. Узнать время можно только по точным географическим координатам конкретного места. Этот механизм учитель математики первой канташевской школы построил за несколько дней. Саму идею Ильяс Беков взял у арабского ученого, который в XIV веке создал солнечные часы. Вот эта тень через полчаса совместится с линией точного зенита, да? С линией точного зенита. И как только эта тень перевалит, то есть перейдет эту линию, да, наступает время полуденной молитвы. Сегодня это, как мы сказали, в 11:50. В 11:50 тень перейдет эту линию. Далее, показателем послеполуденной молитвы у нас является кончик уже гномона чуть поменьше. Он вертикальный, как видите, да? То есть согласно тому, что написано в книгах по фикху, по определению времен молитв. Естественно, весь этот проект делался сотрудничая, советуясь с нашими алимами, то есть в частности с нашим имамом Зурабовым Хамзатом. Так вот, кончик тени должен дойти во время послеполуденной молитвы до этой линии. Эта линия является показателем времени послеполуденной молитвы. Новый арт-объект очень полезен для прихожан мечети. Отныне не нужно гадать и спорить, во сколько же начинается время намаза. Солнечные часы при мечети – это не новшество, а тысячелетняя традиция, от которой в веке 21 многие давно отошли. Цуган это шершки асар низ дядламы сар хах чаламы зат алишат. Цар дяште пары муж дятал чаламы сар дядор чаламы зе мала хан цар шейзам хаджа ди не малха бухтрик бузж хам чапастан бар хешалра. Вайзам гам сыгл рахат тангама. Из мелхар сахт вали чоз мелхар сахт вахдет ухшқики чаламы ханыж. Вахдеш до азана наха қетте до схар чадуацик. Это уже третий солнечные часы, построенные ингушским математиком. Первый он сконструировал несколько лет назад в Канташевской школе номер 1, затем и на площади Алания в Магайсе. У математика есть свой макет с проекцией небосвода, которую он создал благодаря лазерным технологиям. Узнать время можно по тени. Немаловажную роль играет и географическое положение. Устанавливается вертикальный шест, вокруг него чертится окружность. Эту окружность до полудня и после полудня тень от этого шеста пересекает. Отмечаем точки пересечения, соединяем их линией и от основания шеста проводим перпендикулярно прямую к нашей хорде полученной. Эта прямая будет указывать на точный 100% север. То есть таким образом я использовал геометрический метод определения линии зенита, астрономический, то есть полностью, чтобы никаких ошибок не было. Московское время, по сути, искусственное, чтобы людям легче было жить и ориентироваться. А вот солнечные часы показывают свое частное и абсолютно верное время на каждой точке Земли. Чтобы продемонстрировать людям наглядно разницу, Ильяс Беков составил для прихожан график уравнения времени. Посмотрим 5 октября на разницу между московским, кстати, оно отстает туда, да? Время московское отстает. 5 сентября оно представляет из себя 16,5 минут. Значит, московское время отстает от показания солнечных часов на 16,5 минут. Однако, нужно добавить также коррекцию долготы. То есть это 1,5 минуты мы отстоим от основного меридиана на вот таком расстоянии, на расстоянии 1,5 минуты. Математик скромничает и говорит, что солнечные часы – это результат общих усилий. Если бы не поддержка со стороны, построить их было бы нелегко. Я хочу поблагодарить в первую очередь нашего имама Зурабова Хамзата. Первый он согласился, дал разрешение сконструировать эти солнечные часы при мечети. И в лице имама благодарю всех прихожан мечети, которые также помогали, поскольку кто помогал финансами, кто помогал технически. То есть можно сказать, что сотни человек, то есть 100 человек сконструировали солнечные часы.
Ильяс Беков не просто учитель математики. Он увлекается полезными науками и не так давно написал алгебраический трактат и книгу о флаге Ингушетии, которую в скором времени должен презентовать широкой общественности. В ней автор математическим расчетом изучил главные символы региона и составил инструкцию черчения, привел факты и важные замечания. Я обнаружил, что у флага Республики Ингушетия отсутствует инструкция черчения, что привело к произволу в изображении солярного знака. И год стараний привел к тому, что я написал наконец-таки инструкцию черчения ингушского флага и попробовал вписать в численные пропорции этого флага историю, очень важные даты в истории ингушского народа. За время работы в школе он участвовал в многочисленных конкурсах в сфере образования. У него есть звание «Учитель года Ингушетии». Своим примером педагог показывает, что можно развивать себя в разных науках, точно так же, как и находить новые грани в привычной для нас алгебре, геометрии и астрономии. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Адам Аушев. Новости 24.